Увеличение объемов добычи высококачественного угля до 50 миллионов тонн ежегодно в течение 4 лет ожидается в Якутии. Для сравнения, по итогам текущего года в регионе планируется получить порядка 20 миллионов тонн твердого топлива. Компания А-Проперти планирует создать на Эльгинском месторождении комплекс из 15 малых обогатительных фабрик, однако сроки строительства не уточняются. Кроме того, организация намерена приобрести новое оборудование и расширить транспортную инфраструктуру актива. Колмар также наращивает перегрузочные и добывающие мощности. В частности, компания планирует построить железнодорожную ветку от станции Чульбас к станции Инаглинская-2 в Нернгринском районе. В октябре текущего года главгосэкспертиза Российской Федерации выдала положительное заключение по данному проекту. Всего в текущем году якутские угледобывающие компании направили на экспорт 7 миллионов 400 тысяч тонн угля. Основной объем якутского угля поставляется на экспорт в Китайскую Народную Республику через сухопутные переходы Градекова-Суйфэньхэ, Камышовая-Хунчунь и Забайкальск-Маньчжурия. Однако в настоящее время наблюдаются сложности с прохождением вагонов с углем через границу, вызванные ужесточением требований со стороны Китая к качеству топлива, постепенным переходом на газ, а также в связи с COVID-19. Поэтому китайская сторона приняла только 1 миллион 100 тысяч тонн, что составляет почти 15% от общего объема. Компания Polymetal International увеличила размер капитальных затрат на ближайшее пятилетие до 2 миллиардов 645 миллионов долларов. Отметим, что прогноз в апреле был на уровне 2,5 миллиардов долларов, тем самым предприятие увеличило объем инвестиций на 5,1%. Капзатраты на текущий год выросли до 540 миллионов долларов. Рост составил 13,7%. Это произошло за счет роста расходов на обеспечение хозяйственной деятельности, а также увеличением инвестиций в проекты развития Ведуги и Амурского ГМК. По проекту освоения месторождения Нежданинское, которое расположено в Якутии, капзатраты составят 205 миллионов долларов. Компания продолжает вести строительство производственных объектов, а также энергетической инфраструктуры. Флотационная фабрика на месторождении будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года. Ежегодно на предприятии будут производить 155-180 тысяч унций золотого эквивалента. Власти Якутии планируют создать проектный офис для ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. В Якутии объекты накопленного экологического ущерба прошлых лет в основном сосредоточены на территориях, где еще в советские времена разрабатывали месторождения золота и олова. Это в основном заброшенные хвостохранилища, поселки, свалки металлолома, затонувшие бесхозные суда. Для уборки всего металлолома в Якутии по предварительным расчетам нужно около 60 миллиардов рублей. За последние 5 лет за счет республиканского бюджета в регионе убрали около 675 тонн металлолома. Всего на территории республики предварительно установлено 437 точек накопления лома, цветного и черного металла. 84% из них находятся в арктической зоне. В продолжение темы хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики в Устьянском районе планируют убрать в рамках нацпроекта «Экология». По его рекультивации уже готова проектно-сметная документация. Ее разработали на средства регионального бюджета в размере 8,5 миллионов рублей. Площадь рекультивируемых земель составит 10 гектаров. Заявка на выделение субсидий из федерального бюджета бюджету республики на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики удовлетворена, и в начале 2021 года ожидается заключение соглашения с Минприроды России на выделение субсидии. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции «Алроса» в октябре составил 310 миллионов долларов. Всего за 10 месяцев текущего года продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили 1 миллиард 890 миллионов долларов США. Как отметили в компании, «Алроса» скорректировала привычный ритм ежемесячных торговых сессий, которые уже не привязаны строго к конкретному календарному месяцу. Так, в публикуемые данные за октябрь частично вошли в том числе результаты последней торговой сессии, которая началась в сентябре и продлилась в первой половине октября.
Аукционный дом Сотбис объявил дату торгов добытого в Якутии розового бриллианта «Призрак розы». Аукцион пройдет 11 ноября в 22:30 по московскому времени в Женеве. Отметим, что компания «Алроса» добыла необработанный алмаз в месторождении Эбелях в 2017 году. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи и был признан лучшей находкой года по версии издания The National Jeweler. Тогда стоимость камня до огранки составила около 14 миллионов долларов США. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.